Здравствуйте, это вечерние новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в программе. Ледовые переправы. Какие даты обозначены для открытия автозимников на реках республики? Нацпроект «Демография». В Алекминске по госпрограмме строятся два больших объекта. Декада Аланхом. Сколько мероприятий вошло в республиканскую программу в этом году? Ледовые переправы на реках Якутии начнут открывать с 1 декабря. В эту дату откроется автозимник у села Верхневилюйский и села Кюндядя в Нерминском районе. С 5 декабря у села Устье Сунтарского Улуса, у села Крестях, также Сунтарского района, с 10 декабря. На реке Алдан переправа для автомобилей общей массой до 4 тонн откроется также 5 декабря, а на реке Леня открытие переправы через Хатассы запланировано 10 декабря для автомобилей с массой до 3 тонн. Тем временем перевозку автотранспорта через Лену по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай будут вести до 30 ноября включительно. На линии работает состав из ледокола «Капитан Бородкин», буксира «Механик Курчатов» и баржи «Жатай-1». Погрузка начинается в 10 утра. В 12 часов состав отправляется в Техтюр. За сутки проводят один круговой рейс. Глава Якутии поручил обеспечить финансирование госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Айсен Николаев определил приоритетные направления на ближайшие 3 года. Планы озвучены на совещании с членами Кабинета министров и народными депутатами. Так, в бюджет республики на следующий год правительству нужно включить средства, необходимые на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных объектов агрокомплекса, запланировать увеличение уставного капитала ФАПК Туймада. Кроме того, Айсен Николаев поручил предусмотреть в бюджете способы оказания помощи коневодам, у которых во время лесных пожаров сгорели постройки, однако они не были учтены или оформлены. Сваи для основного здания парка будущих поколений начнут закладывать в феврале-марте следующего года, а пока на стройплощадке расчищают участок земли от мусора. Территорию полностью огородили, до февраля завезут строительные материалы. Как сообщил гендиректор Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров, проект полностью профинансируют за счет компании «Алроса». Общая сумма 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее все климатические особенности региона. Ну вот вы сегодня видите здесь такая довольно плоское пространство здесь, да? Но на самом деле здесь будет одно из таких самых интересных мест в Якутске. Здесь будет такой интересный рельеф, который будет защищать вот от улиц, которые проходят со всех 4 сторон вот эту территорию. И, соответственно, здесь будет множество разных таких локаций, где наши жители, горожане, дети могут здесь отдохнуть, да? Здесь, ну, во-первых, здесь будет очень много зелени. Так? Здесь порядка 5000 деревьев и кустарников предполагается засадить. Вот, в том числе деревья будут даже на вот этом нашем образовательном центре, на крыше вот этого молодежного центра. Так, на территории будут располагаться и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки. Будет вот здесь хороший такой большой скейт-парк, где дети наконец могут на настоящих таких вот площадках показывать свое мастерство, да. В Алекминске 2 объекта строятся по национальному проекту «Демография». Один из них – спальный корпус для психоневрологического интерната на 200 мест в местности Селиваново. Все подробности у нашего корреспондента. В соответствии с графиком идут работы на строительстве спального корпуса для психоневрологического интерната. На эти дни завершен тепловой контур, все 3 корпуса подготовлены к дальнейшим работам. Стены сложены, перегородки сделаны. На корпусе В крыша поставлена, на корпусе Б идет установка стропил, крышу так. Корпус А подготовлен под изготовление крыши. Так что сдача объекта мы планируем на следующий год. Сдача корпуса примерно через год. За это время предстоит полностью утеплить здание, подвести отопление, произвести сантехнические и отделочные работы. Определенные холода у нас их нет такого понятия, что определенные холода. Работаем в любое время. Ну вот час после этого где-то
Вот в конце ноября, наверное, начнем вот корпус В утепление фасада. Будем также где-то в марте месяце утепление цокольного перекрытия. Вот. Ну, еще такое прочее. Септик мы закопали на 200 кубов. Вот. Ну, здесь работы еще много, конечно, потому что благоустройства много, все такое прочее, отделка. Все необходимые материалы в наличии, отметил Александр Михайлович. Что понадобится к лету, будет завезено автозимником. Проблем нет. В принципе, надо работать и сдавать. Больше что тут делать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Спрос на квартиры растет в Якутске. Как отмечают риэлторы, покупателей больше всего интересуют студии и однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом и инфраструктурой. На сегодня цена однокомнатной квартиры в центре столицы в новостройке начинается от 5,5 миллионов рублей. То есть, если цена за 1 квадрат до прошлого года была 80 тысяч рублей, сейчас она выросла практически в 2 раза. Цены на квартиры на вторичном рынке тоже выросли примерно на 1 миллион рублей. На данный момент на новые квартиры, на однокомнатные в частности, повысилась до 145, до 148, бывает так. А требования на вторичном рынке сейчас повысилось. В основном покупают с ремонтом хорошим, покупают с мебелью, техникой. «Заезжай и живи» вариант. На первичном рынке, по программе «Дальневосточная ипотека» покупают. Сейчас популярна процентная ставка 0,01% от Сбербанка, от ВТБ, от ведущих банков нашей России. В столице открылась выставка под названием «Опыт республики в области комплексного развития территории реализации проектов благоустройства и архитектуры». Представили проекты объектов, которые входят в программу под названием «1000 дворов». В рамках ее реализации в Якутии планируется улучшить 121 дворовую территорию. Из федерального бюджета на благоустройство выделили 868 миллионов рублей. С сегодняшнего дня на портале One Click Якутия стартовало голосование по выбору этих территорий. Главное, чтобы население само изъявило желание, контролировало ход реализации проекта и непосредственно участвовало в этом процессе. И важно, чтобы дворы и общественные пространства городов, сел, поселков нашей республики были уютными, безопасными, качественно сделанными и нравились нашим жителям. Еще 275 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице 122, в Алданском районе 29 заболевших, в Мирнинском 18, в Нернгринском 17, в Хангаласском улусе 13 заражений за сутки, в Мегино-Кангаласском 10, в Ленском, Намском, Нюрбинском, Сунтарском районах по 6 случаев, ну а в Жиганском, Оленёкском, Усть-Алданском районах по 5, в остальных районах от 1 до 4 заболевших за минувшие сутки. Данные на ваших экранах. С пятницы изменился порядок непосредственно определения правил по определению заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим обращаю ваше внимание, что на настоящий момент при выявлении заболевшего в коллективе, в группе детей или в коллективе непосредственно общем в обязательном порядке анализ на коронавирус будет браться у всех. Кроме того, анализ на коронавирус будет браться у всех, в том числе, кто и заболел и имеет признаки устных респираторных заболеваний. В Вилюйском улусе работники медицины прошли углубленную диспансеризацию. Напомним, что диспансеризация для переболевших ковидом началась в соответствии с постановлением правительства страны, которое было подписано в июне этого года. Ну а сама диспансеризация представляет собой не отдельное мероприятие, а как расширенная версия общей диспансеризации. По итогам углубленной диспансеризации можно будет определить признаки тромбообразования или повышенной свертываемости крови. И это позволит оценить риск развития тромбоэмболии или ДВС-синдрома. По результатам
спирографии будет проводиться исследование Д-димера. Это вот именно тот анализ, который нас показывает тромбообразование или повышенную свертываемость крови. Те граждане, которые не прошли рентгенографию в течение года, они также могут сегодня пройти рентгенографию и флюорографическое обследование. В Якутии с 25 ноября по 5 декабря пройдет декада Олонхо. В республиканскую программу в этом году вошли 66 мероприятий. В отличие от прошлого года, ключевые события декады пройдут как в офлайн, так и в онлайн формате. Практически ежедневно по всей республике будут проходить торжественные мероприятия, концертные программы, презентации книг, выставки и научные конференции. Театр Олонхо готовит для жителей и гостей столицы 2 спектакля. День Олонхо отметят 25 ноября в 5 часов вечера в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. В этом году впервые, например, проводится Олимпиада по Олонху. Мы очень благодарны Министерству образования вот за эту инициативу. Она у нас в таком широком масштабе проводится впервые, где будет участвовать большое количество школ, для того, чтобы проверить наличие знаний у наших школьников. Юбилей в четверть века отметила ярмарка ИДГ в Амгинском Улусе. На ней свою продукцию представили 58 хозяйств из 14 наследников Улуса. За день хозяйствами было продано более 45 тонн продукции. Всего было выставлено на продажу порядка 55 тонн мяса, рыбы, овощей, готовой продукции. На торжественном открытии ярмарки отметили жителей Улуса, внесших большой вклад в развитие сельского хозяйства Амгинского района. Давно я уже. 2007 года я каждый год на ИДГ выхожу, торгую. И как мероприятие каждый год? Очень хороший, интересный. Для этого, может, стоит выходить. Очень удачный. Мы построили новый хатон. Наехали туда на 120 голов. А вот старый хатон уже, молодняк уже держим. Поголовье увеличилось. Сено уже посили, собрали. И думаю, что все нормально будет в дальнейшем. Таковы новости к этому часу. Наши корреспонденты следят за развитием событий, а итоги дня подведем в большом выпуске ровно в 8 часов на канале Якутия-24.